Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Он и вы. Ваша текущая ситуация и что будет между вами в будущем. Загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Ну, аж дух перехватило. Там лялечка вышла. Ну, позже вернемся к этой лялечке. Так, изначально, в моменте здесь и сейчас, обстановка между вами напряженная. Скрывать не буду. Очень напряженная. Здесь кто-то вообще не общается, кто-то в молчанке, кто-то в паузе, а кто-то вроде бы рядом находится, да, проживает на одной территории, но вы как такие чужие друг другу стали. Между вами там прям обида стеной, такой ледяной стеной стоит обида. Причем обижаются двое. Вы обижаетесь, и мужчина обижается. Взаимное. Все у вас идет взаимное. Вы, кстати, друг друга очень сильно зеркалите. Если вы встречаетесь с этим человеком, то есть вы не проживаете на одной территории, а встречаетесь, то он специально берет эти паузы, либо прикрываясь работой, какой-то ответственностью, какими-то делами, не идет навстречу вам, да, вот. Должна быть встреча, должно быть свидание, либо переписка у вас, да, идет. И он такой, мне некогда, я занят, но потом. И вас это очень сильно обижает, что он не уделяет вам внимания. Если вы вместе проживаете, вы муж и жена, либо гражданский у вас брак, то мужчина может специально приходить поздно, он может специально, устраивать какие-то скандальчики, обиды какие-то устраивать. Специально. Мужчине очень хочется вас приручить, девочки, приручить. Ему хочется вами манипулировать, ему хочется почувствовать себя этим Карабасом-Барабасом, который управляет этими куколками. Да? Вы типа Мальвина, а он Карабас-Барабас. Что вы прям рот свой открыли, да, широко открыли глаза и прям ловили каждое его слово. Ему хочется вами управлять, он стремится к этому. Ему хочется, чтобы вы, прям вся были к его услугам. Ему хочется, чтобы вы сами за ним бегали, чтобы вы сами себя ему предлагали, чтобы вы никогда с ним не спорили, чтобы его слово было первое и последнее, да, слово «закон». Что я мужик, а ты женщина, знай свое место. Я там пальцами щелкнула, и вот она возле моих ног с тапочками, с газетой, с борщом, в пеньюаре, да, в конце-то концов. Этого ему хочется. Он, как будто бы сходит с ума. Хочется полностью владеть и обладать вами. Не только, например, вашим телом, вашим сердцем, но и вашим разумом. А вы сопротивляетесь, вы не такая, вы не из того теста, вы никогда не будете мужчиной служить. Да, вы будете мужчину любить, да, вы можете его уважать, да, вы можете иногда, скрипя сердцем, прикрыв один глаз, на что-то, на какие-то уступки мелкие идти, но так, чтобы полностью в подчинении мужчине, никогда. Это не вы. Вам это противно. Вы никогда на это не пойдете. А он, глупенький, не понимает этого. Он думает, что вы просто, такая гордячка, женщина-гордячка, которая, пытается им, манипулировать, да. Его ждет очень жесткий облом. Он уже понимает, что не вышел его план, но еще не до конца, девочки. Тут еще чуть-чуть надо потерпеть. Так, вас обижают его отношения. Вы не понимаете, чем это вызвано. Кстати, кто-то из девчонок подозревает наличие соперницы. Даже если соперница есть, то у него нет к ней интереса, нет к ней любви. Вся любовь, весь интерес направлен на вас. У кого-то, да, отыграется, что есть помимо вас какая-то другая женщина, которая перед ним крутится, вертится, такая, назойливая бабенка.
но нет, там ни желания, ни чувств, никакого интереса нет. Даже у кого-то из вас отыграется, что он специально эту бабенку завел, чтобы вас провоцировать, чтобы вы там прям ахнули, охнули, сказали: о боже, заберут, уведут, да? Надо мне там ему служить верой и правдой, да, тогда он будет со мной, тогда он замуж меня позовет. Ну, такого, знаете, плана, игра идет, грязная игра на самом деле. Ну, честно, это не по-мужски. Вот на мой взгляд, взрослой женщины это не по-мужски. Мужчина не должен. Он должен делать широкие жесты, он должен делать героические поступки. Вот тогда да, тогда ты можешь у женщины просить. Но извините, когда провоцировать, когда шантажировать, извините, эмоционально, ну зачем, кому это надо? Это гнусно, в конце-то концов, гнусно себя ведет. Знаете, вон, видите, комара показали, вот он комар с таким длинным хоботом, с крыльями, такой назойливый комар, который сосет кровь, вашу кровь сосет. Высшие силы действительно его видят таким назойливым кровопийцей вашего мужчину. Знаете, они будут его воспитывать. Вас вообще обижать, кстати, нельзя. Ой, нельзя. Знаете, есть у вас сила, девочки. Вы, понятно, все разные, у кого-то меньше, у кого-то больше, но тем не менее, у вас есть сила. Сила любить и быть любимой. Когда вы любите, вы своему мужчине дарите удачу, дарите хорошее здоровье, дарите вот такую положительную энергетику, которая мужчине по жизни помогает. Но если вы обижены на мужчину, вы становитесь триггером. Вы как призываете через свою силу на этого мужчину справедливый ответ. Вот. С него этот ответ будут спрашивать. Спрашивать будут тем, за что он больше всего трусится, переживает. Я так понимаю, что это деньги. Деньги — материальные блага. Вот чем больше он будет вас обижать, тем меньше денег у него будет. Да? Тем меньше будут его там результаты, тем слабее будет его карьера. Ну, либо, не знаю, может быть, он купить что-то хочет, да? Тем дальше будет эта мечта купить что-то. Он это не понимает в моменте здесь и сейчас. Но будут такие ситуации между вами, когда это прям будет параллельно идти. То есть он вам что-то плохое сказал, сделал, и тут же раз его там накрыли. Да, по деньгам, по каким-то возможностям. И даже вот такой недальновидный мужчина будет понимать, да, что это за вас, из-за вас. Как только он делает вам что-то хорошее, приятное, пожалуйста, и солнце ярко светит, и прям и деньги к нему идут, и возможности перед ним открываются. Вот дойдет. Девочки, он еще вас не оценил, по-настоящему не оценил. Да, любовь, морковь, страсти, желание — это одно, а вот оценить по-настоящему, вот кто с ним рядом, что за бриллиант ему попался. Да? Вы как бриллиант, но без огранки. Вы видели когда-нибудь природные бриллианты? Это такие камушки, они ничем не приглядные. Ну да, что-то там блестит, но он такое темненькое, непонятное. А вот если сделать огранку бриллианту, ну, он будет сиять, сверкать. И все мы бриллианты эти видели, да, в магазинах. У кого-то есть, а у кого-то еще нет, но обязательно будет. Вы бриллиант, вы для него бриллиант, вы его бриллиант. Просто еще не понял, не рассмотрел. Так, что бы между вами ни происходило, какие бы ни были расстояния, паузы, отдаления, все это временно. Вас высшие силы не просто так в пару свели. Вас именно свели, причем не с первого раза, я вижу. Здесь замысел и для вас, и для мужчины. Мужчина этот, несмотря на все его недостатки, он очень жертвенный. То есть если он человека любит, если он принял человека как своего, он способен на самую великую жертву. Жертва самим собой. Это есть у него. Вам нужен такой мужчина. Мужчина, который способен пожертвовать, который способен защитить, который способен на такие вот героические поступки. А вы ему нужны для того, чтобы перевоспитаться. То есть вот оценить эту грань, да, добра и зла. Когда я делаю хорошо, мне хорошее приходит. Когда я делаю плохое, мне плохое приходит. Вот. То есть у вас тут все не просто так. Не просто так вы встретились, не просто так вы сейчас с ним вот страдаете и мучаетесь. На будущее. На будущее лялечка идет, ребеночек идет. Но если вы люди молодые, как говорится, жизнь впереди, то 100% будет и беременность, и будет ребеночек у вас. Если вы уже люди в определенном возрасте, когда, скажем так, дети — это не то, о чем люди мечтают, да, там уже о внуках мечтают, о правнуках,
то здесь что-то новое между вами зародится. Я так понимаю, что вы чем-то вместе будете заниматься, какой-то работой, каким-то проектом, может быть, совместный бизнес, либо совместно будете, не знаю, там дачу строить, да? У кого-то и так отыграется. Дело на двоих, когда двое будут одинаково вкладываться, и на этом новом будет строиться ваша любовь и ваше будущее. Я вижу, что вы придете к тому, что друг друга будете понимать, любить, ценить, уважать и всячески друг друга поддерживать. Девчонки, этот мужчина благодаря вам очень многого в жизни добьется. Очень многого. Вы для него, ну, как наставник идете. Как наставник и как тот, кто подталкивает вперед и вверх. Смотрите, когда он добьется своего, когда он схватится за эту счастливую свою звезду, он ведь вам ее подарит. Да? Все, что он получит, все, чего он добьется, будет вашим. Возможно, как на ваше имя все это будет записывать, переписывать. А возможно, да, все деньги, которые он будет зарабатывать, он будет отдавать вам, а вы будете ими распоряжаться. Да? Что там на семью выделить, что отложить, что там потратить. Такая ситуация идет. Вы на самом деле друг другу очень хорошо подходите, но только вы еще немножечко не обтесались друг об друга. Как только эта бесконечная притирка закончится между вами, как только до него вот дойдет, что вы не просто женщина, а мечта, да, все у вас наладится. А то, что вы на него обижены, так вы же отходчивая. Вы же отходчивая, тем более, когда вы любите, девчонки. Как только он начнет вам улыбаться той самой своей улыбкой, короночкой, да, вы же ему все простите, все забудете. Я вижу, что у вас хорошие отношения в будущем будут. Вот этот период он пройдет, надо потерпеть немножко. Он пройдет. Пройдет. И вспоминать даже не будете. Все это сотрется, все эти обиды сотрутся. А вот если лялечка родится, ну, понимаете, этот мужчина, он просто поплывет. Поплывет на лодочке счастья, он очень сильно поменяется. Ребенка, честно вам говорю, будет любить больше всего на свете. Даже вы будете ревновать, да, как любит он ребеночка вашего. Но тем не менее, как мамочка будете радоваться, что отец любит ребенка так сильно. Здесь мужчина будет рвать и метать, вот, чтобы дать все, вот самое лучшее вам и ребенку. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина, ну, обладает какой-то вредной привычкой. Ну, допустим, там прибухивает, либо курит, либо там любит там, с друзьями там, рыбалки, футбол, чем-то вот прям отвлечься, забудет. Отобьется, как и не было. То есть ради вас, ради ребенка он прекратит эти все вредные увлечения, привычки. Вы, главное, девчонки, никому не рассказывайте, как вы живете. Да? Не рассказывайте ни про плохо, ни про хорошо. Не впускайте никого в личное пространство. Вот есть личное пространство ваше и его. Никого не пускайте, чужих не пускайте. Даже если это ваши родственники, даже если ваши прям доверенные подруги. Никого не пускайте. Если сможете сохранить конфиденциальность между вами, да, поверьте, вашей паре ничего не страшно. Все беды, все неприятности, все негативные воздействия будут обходить вас стороной. Но когда вместе, когда у вас все хорошо, между вами такая энергетика устанавливается, очень волшебная. Она и продлит ваши жизни, и подарит вам крепкое здоровье, и везение, и удачу подарит. И ему, и вам, да, и вашей семье, вашим детям. Поэтому молчите, придумайте себе там с десяток общих фраз и не поддавайтесь на искушение кому-то что-то рассказать. Плохое, хорошее, неважно. Просто ничего не говорите. Все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.